В Коми поднялся взнос на капитальный ремонт. Говорят, это позволит Республиканскому фонду капремонта привлечь более 200 миллионов рублей дополнительно, а значит отремонтировать больше домов. Но в то же время жители Коми все чаще сетуют, что платят исправно, а ремонта никак не дождутся. Как работает система капремонта в Коми и почему взносы повысили именно сейчас, расскажет Евгений Стокос. Дом номер 26 по улице Советской в Сыктывкаре был построен в 1955 году, через 2 года после смерти Иосифа Сталина. 60 лет спустя, в 2015-м, когда программа капремонта только начиналась, на общем собрании жильцы Советской 26 договорились, что не будут допускать просрочек платежей и оплатят все долги. Взносы в фонд капитального ремонта платили исправно и своего ремонта дождались. Капитально дом в исторической части города до этого никогда не ремонтировали. В 2017 году полностью воссоздали фасад, а годом позже заменили все инженерные коммуникации. Без недочетов, как это бывает, не обошлось, но у капремонта есть гарантия. Фонд капитального ремонта заключает договор с подрядчиком на гарантийные обязательства. Все мы делаем ремонты. У всех бывают косяки, и эти косяки надо исправлять. В некоторых местах штукатурка обрезала, и с той стороны, предположим, краска на балконах оказалась некачественной. Фонд капитального ремонта в рамках гарантийных обязательств сейчас решает вопрос об исправлении этих устранений, этих дефектов. Капремонт – это не только замена инженерно-технических сетей и систем, но еще восстановление строительных конструкций, если надо, даже несущих. То есть, по сути, это обновление дома и оборудования в нем до современного уровня. Трудность заключается в том, что по закону именно собственники в ответе за свое имущество, в том числе и за общий дом, и решения, касающиеся ремонта, принимать им. По законодательству собственники вправе принимать решения об установлении размера взноса выше, чем он установлен правительством. Мы собственники. Жилищный кодекс говорит, что вся ответственность на вас, на собственниках. А где собственники найдут? Подрядчика, инженера, это все, да? А фонд капитального ремонта, у них же там контроль есть, да? И они осуществляли контроль над всеми видами работ. При этом важное уточнение: контроль ведется только по тем домам, которые выбрали способ формирования фонда капремонта у регионального оператора. Еще одна трудность – как собрать деньги. Такие фундаментальные работы в жилых домах могут стоить миллионы, а иногда десятки миллионов рублей. Собственники могут годами копить средства, пока дом ветшает все сильнее. Фонд капитального ремонта взял эту работу на себя. Муниципалитеты сообщают, какие дома первыми нуждаются в ремонте, исходя из их возраста и состояния инженерных систем. А фонд этот ремонт проводит за счет взносов граждан. Надо отметить, что в основном уровень собираемости взносов на капремонт в Коми держится на уровне 85-90%. То есть жители республики понимают, что программа капремонта хорошо работает. Могла бы лучше, ведь экономически обоснованный размер взноса от 21 до 30 рублей, в зависимости от муниципалитета. Каждый год собираемость увеличивается, и это свидетельствует о том, что все-таки количество неплательщиков снижается. Если люди не платят, то, соответственно, это сказывается и на темпах реализации программы, и на объемах выполняемых работ. Своевременная оплата взносов – это залог постоянной и, что еще важнее, непрерывной работы фонда, на которую рассчитывает республика и те люди, которые заждались капитального ремонта у себя. Оплата их обязательна и лежит на плечах всех собственников жилых и нежилых помещений. Обязаны взнос платить все, но есть льготы для отдельных категорий граждан. Это отдельные категории граждан старше 70, жильцы новостроек в первые 4 года после постройки дома, а также те, кто живет в аварийных или более чем на 70% изношенных домах. Еще одна категория – проживающие в домах, где меньше 5 квартир. Оплатят те, кто включен в программу капитального ремонта. Их около 6300 домов. Но даже с высокой собираемостью темпы капитального ремонта в Коми неудовлетворительные. Долгое время взнос в республике был самым низким в стране, всего от 2 до 3 рублей в зависимости от муниципалитета. Из-за недостатка средств выполнения программы капремонта сильно замедлилось. Сегодня состояние жилья в целом по республике ухудшается быстрее, чем его обновляют. Из-за того, что было раньше слишком, не знаю в году чему, ужат взнос, что
что не позволяло делать капремонт, во-первых, в надлежащем количестве домов, и, во-вторых, исходя из тех видов объемов работ, которые там надо. А, допустим, жители были вынуждены выбирать там либо крыша, либо фундамент. Мы наработали там слишком маленький процент выполнения, поэтому объемы капремонта надо увеличить. И плюс, всем понятно, капитально отремонтированный дом не станет аварийным. Новый взнос действует уже с января этого года. Такой же сейчас в среднем по России. Меньше всех с 1 квадратного метра будут платить жители Усть-Вымского района, около 9,5 рублей. А больше всех, почти 12, Усть-Целемы. Разница взносов зависит в основном от стоимости проведения капремонта в муниципалитете. Исполнение программы капитального ремонта благодаря этим вливаниям ускорится.